В Батыревском районе на базе детской школы искусств и дома-музея Алексея Кокеля прошли 15-е кокелевские чтения. В начале мероприятия была проведена экскурсия по новому зданию школы искусств. Гости ознакомились с действующей выставкой заслуженного работника культуры Российской Федерации Митхата Шакирова. Кокелевские чтения ежегодно проводятся в честь дня рождения Алексея Кокеля. Основная цель мероприятия – вернуть чувашскому народу знания о человеке, который возвысил его своим искусством. Имя Кокеля помогает развиваться нашему району. Можем мы даже сказать, что благодаря его имени в нашем районе открылось художественное отделение детской школы искусств. В этой детской школе развитие получает более 400 детей нашего района. Особая благодарность от имени нашего района организаторам кокелевских пленэров Владимир Александрович Васильев, замечательный профессор культурологии, доброй душой человек, который прививает любовь к художественному делу, знакомит их с художниками, знакомит с работами. Художественные отделения организованы в селе Тарханы и в детской школе искусств в селе Батырево. Воспитанники активно принимают участие в малом детском кокелевском пленэре. Впервые кокелевский пленэр был проведен еще в 2007 году. С тех пор он стал символом мира и дружбы, добра и толерантности. Пленэр вносит значимый вклад в развитие международных отношений, является мостом дружбы не только между регионами России, но и другими странами. Кокелевские чтения продолжились в селе Тарханы. Гости возложили цветы к памятной доске дома-музея Алексея Кокеля. В 2020 году в рамках 140-летия со дня рождения живописца музей реставрировали. Однако здесь нет работ выдающегося художника. Для организации выставки и хранения хотя бы копий картин в помещении должен быть определенный температурный режим. Кроме этого, музею не хватает штата работников. В дальнейшем в селе Тарханы планируется создание сельской картинной галереи художников России, Белоруссии и Украины. Необходимый материал уже имеется благодаря работам участников кокелевского пленэра.